Пригородный районный суд вынес обвинительный приговор заместителю начальника колонии поселения номер 3 Игорю Абаеву за получение взятки. Напомним, в прошлом году он был задержан с поличным. По данным правоохранителей, за денежное вознаграждение размером в 200 тысяч рублей он должен был решить вопрос об условно-досрочном освобождении одного из заключенных, который отбывает наказание в подведомственной ему колонии. Сотрудники ФСБ и МВД арестовали мужчину в его служебном кабинете. Назначение и происхождение обнаруженных при нем денег он объяснить не смог. Теперь Абаев должен выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Суд также лишил его возможности занимать любые должности в органах внутренних дел и службе исполнения наказаний в течение 2 лет. Сразу несколько памятников торжественно откроют в Северной Осетии к юбилею Победы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства республики Рустем Келихсаев. По его словам, 8 мая на мемориале славы заложат камень в основании монумента всем погибшим в годы Великой Отечественной войны, выходцам из Северной Осетии. А в Гизеле откроют обелиск герою Советского Союза, снайперу Давиду Доеву. Он погиб, защищая Керчь. Кроме того, в течение года ряд школ по всей республике назовут именами героев. Особое внимание уделят ветеранам. По словам вице-премьера, до конца текущего года жилищные условия смогут улучшить порядка 35 фронтовиков и 174 вдовы. Общая цифра в 2 раза больше, чем в прошлом году. В каждом районе республики есть структуры соцзащиты, которые совместно с администрацией местного самоуправления имеют ту базу данных, которая у них есть, осуществляют некие обходы ветеранов Великой Отечественной войны, оценивая и уровень жизни, и бытовые условия, и, соответственно, это все актируется, и, соответственно, выносится на решение комиссии, которая принимает решение поддерживать, ремонтировать, приобретать, то есть, они работают в этом направлении. Северная Осетия готовится к празднованию Дня родного языка и литературы. 15 мая вся республика отметит его с особым размахом. План мероприятия обсудили на заседании профильной правительственной комиссии. По традиции, в праздничный день цветы лягут к памятникам классиков осетинской литературы – Коста Хитагурова, Арсена Коцоева, Аксо Колиева и других. Планируется и проведение масштабного праздника в Доме детского творчества. В этот день также вручат стипендии имени Абаева и Плиева. Кроме того, определятся лучшие педагоги осетинского языка и литературы. В очередной раз жители республики смогут написать глобальный диктант. Обширную программу готовит и Министерство культуры республики. Пройдут концерты, выставки и литературные вечера. Вручат и 2 премии в области литературы имени Коста Хитагурова и Мисоста Камбердиева. Самые массовые мероприятия по сложившейся традиции проведут на родине Коста, в селении Нар. Всегда пытаемся привлечь как можно больше молодежи, чтобы осетинский язык звучал из уст молодого поколения. Это наша главная задача. Почему? Потому что очень большой пласт населения молодого, которые понимают, но уже не говорят. Следовательно, от поколения, которое идет за ними, оно уже будет и не понимать, и не говорить. Вот в этом отношении всегда нужно целевой аудитории определять молодежь. По поручению главы республики Таймураза Мамсурова лучшие представители сферы культуры были удостоены государственных наград. Торжественную церемонию награждения провела министр культуры Фатима Хабалова. Во вступительном слове она отметила весомый и достойный вклад награжденных в искусство. Медалью во славу Осетии награжден кинорежиссер Аким Салбиев. Почетное звание «Народный артист республики» присвоили балетмейстеру Тамерлану Канукову и заслуженному артисту России Руслану Гукаеву. За многолетний добросовестный труд почетного звания «Заслуженный работник культуры» удостоен аккомпаниатор Гизельского дворца культуры Руслан Дзуцев. А сразу 4 человека получили почетное звание «Заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания». Это солист Национального оркестра народных инструментов Станислав Собиев, артистка этого же оркестра Северина Гудиева, вокалист Сухраб Будачиев, режиссер театра и кино Алан Догузов. По завершении церемонии Фатима Хабалова пожелала награжденным новых профессиональных побед. Сегодня с большим удовольствием я вручила все эти государственные награды, среди которых есть и очень именитые люди, такие, допустим, как Аким Салбиев, и есть еще совершенно молодые, для которых это является своеобразным авансом. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Пусть над нами всегда будет мирное небо, и пусть всегда у нас будет больше поводов собирать наших коллег на такие приятные мероприятия.